Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Туркменистан и Республика Корея подписали пакет двусторонних документов. В Туркменистане учреждено предприятие «Аркадак Медицина Кластери Менеджмент». Президент Туркменистана провел рабочее совещание по АПК и другие новости. Президент Сердар Бердымухамедов 10 июня провел рабочее совещание, на котором был рассмотрен ход сезонных полевых работ в стране. На совещании прозвучали отчеты о ходе полевых работ от Хакимов-Ахалского, Балканского, Дашогузского, Лебапского и Марийского вилаятов. О темпах сельскохозяйственных кампаний в стране доложил и вице-премьер Атахалыев. В Ашхабаде завершились переговоры президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и президента Республики Корея Юн Сок Йоля, прибывшего в страну с государственным визитом. По итогам встречи в расширенном составе состоялась церемония подписания пакета двусторонних документов. В Туркменистане основано предприятие «Аркадак Медицина Кластери Менеджмент», в котором будут производиться повседневно используемые в сфере здравоохранения одноразовые медицинские препараты, маски и пододеяльники. Новое предприятие имеет важное значение в увеличении объемов производства из местного сырья препаратов, необходимых для медицинских учреждений и удовлетворении потребностей медицинских учреждений в соответствующих препаратах. В Государственном музее Государственного культурного центра Туркменистана открылась выставка, посвященная Дню науки. Экспозиция состоит из двух разделов. Первый посвящен истории и археологическим наукам. Здесь представлены фотографии археологических раскопок на территории древнего города Алтын-ДП, поселений Кара-ДП, Елганды-ДП, Ялангач-ДП. Фотографии сопровождаются археологическими артефактами, обнаруженными в процессе различных раскопок. Сегодня в торгово-промышленной палате в Ашхабаде проходит туркмено-корейский бизнес-форум. Встреча проводится в рамках государственного визита президента Республики Корея в Туркменистан. Перед началом форума гости осмотрели развернутую в фойе выставку, позволяющую получить наглядное представление об экономических достижениях Туркменистана. Самолет с вице-президентом Малави Саулосом Клаусом Чилима на борту 10 июня пропал с экранов радаров. Воздушное судно вылетело из столицы Лилонгве и должно было отправиться в аэропорт Мзузу на севере страны около 10 утра по местному времени. Однако связь с экипажем самолета была потеряна почти сразу после взлета. В аэропорту Мзузу самолет так и не появился. Предполагается, что он мог потерпеть крушение. В Азербайджане прошел фестиваль воздушных шаров. Это красочное событие привлекло более 10 тысяч человек. Основной целью фестиваля стало содействие развитию туристического потенциала страны. Во время фестиваля над селом Мейсари состоялись показательные полеты воздушных шаров. Помимо воздушных шаров, гости фестиваля могли насладиться концертами с участием популярных азербайджанских исполнителей, а также поучаствовать в различных мастер-классах. Одну серебряную и 2 бронзовые медали завоевали туркменские спортсмены на открытом Кубке Беларуси по стрельбе из лука, прошедшем в Минске. Призы в командном и личном зачетах оспаривали 129 атлетов из 7 стран – Беларуси, Казахстана, Киргизской республики, Российской Федерации, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Серебро в личном зачете выиграл Азизмухамед Сахедов. Кроме того, Сахедов в паре с Шохратом Джумакулиевым стал бронзовым призером в командных соревнованиях среди мужчин. Вторую бронзовую медаль для туркменской сборной завоевали Оксана Гатаулина и Огулсурай Какышева, разделив 3-е место в женских командных состязаниях. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.